Ну, этот еще проверить надо. Как бы он хороший, но и в то же время он хороший. Он чистый. Прям чистейший. Вон там еще гриб. Проверим шляпку нам. Да не может быть. Вон он. Чистый. Так показалось, что как будто там кто-то есть. Бля, ветки так обманывают меня или что? Фу, блядь, точно, ну, смотри. Ребят, напишите, кто знает, что за вот так, кто так ковыряет. Вот первый раз вижу. Вот такие ямочки небольшие. Это не медведь, это не медведь. Брусника цветет полным ходом. Вон он, цветы брусники. Просто я не смогу туда перейти. Там сырость по колено воды. Жалко. Что так? Всем привет! Сегодня буду снимать, показывать на другом берегу. Иду за грибами, сбор грибов. Вчера тоже ходил, но этот фильм я выкладывал на втором канале «Будни Олега». Сегодняшнее видео я буду вам показывать, какой будет поход. У нас 23 июня сегодня, и наконец-то в Коми немножко потеплело. И я оделся тоже по-летнему. Первый раз вот летний костюм одел. И этот костюм от компании всегорки.ру. Ну, чуть позже я полный обзор сделаю этого костюма. Вы просто посмотрите, как он на мне сидит там по ходу там. И напишите в комментариях. Ладно, давайте сходим. У меня в планах пойти по дороге, вдоль дороги проверить, вышли грибы или нет. И схожу до Таежной речки, наверное. Примерно километров 10 получится. Туда и обратно. Вот такой план, такой маршрут для себя организовал. Взял термос с кофе и нож. Больше ничего не взял. Будем искать белые грибы, красные грибы, красноголовики. Вот июнь месяц и уже грибы пошли. Все, давайте, приятного вам просмотра. Сейчас буду переходить на этой лодке. Это моя маленькая лодка, которую в прошлом году сделал. На канале тоже есть видео. Уже второй год езжу, катаюсь. Река вообще обмелела там. Если присмотреться, не знаю, на камеру видно, нет там. Дно видно. Ну, от силы здесь метр, наверное, глубина. Вот такая речушка у нас. Хорошее утро, солнце. И теплое солнце сегодня, между прочим. Греет хорошо. Перешел речку. Кто первый раз на канале, вот такой обзор. Там наше село очень большое. Вдоль реки так тянется несколько километров. Ну, на 2,5 километра минимум, может и больше. Короче, идем. Здесь недалеко вот такой кустарник пройдем. Вчера за фотоловушкой ходил. Тоже устанавливал здесь. Хорошие кадры. Немного, но хорошие кадры получились. Это я фильм выложил на втором канале «Будни Олега». Так что переходите, смотрите. А лучше на обе каналы подписаться и смотреть. Все походы и фильмы из моей жизни также. Здесь в тени такая прохлада, хорошо. Но все равно, как бы тепло, но даже водолазка одел. Думаю, не будет жарко. А если жарко будет, я раздену. У меня рюкзак есть. Вот так вот выглядит все это дело.
Я уже зашел в Яголевый Бор. Тут, знаете, такая тишина сегодня. Сейчас дни были очень сильные ветра. Но сейчас тишина, полный штиль. Только что солнце встало. 5 утра. Яголь хороший. Но здесь пока все сухо. Грибы, что можно найти возле дороги. Так что будем искать вдоль дороги. А этот участок просто пройдем. Вот тут уже начинаются дороги. Сейчас стану. Сперва по этой дороге пойду. Потом уже на самую главную трассу выйду. И там буду шуровать. Где-то километров 5. Такой. Где-то туман, где-то утренний вот такой вид интересный. Может пыльца. Ну что-то вот голубое, вот воздух какой-то вот интересный, как дымок стоит тут. Но пожара пока нету вроде как. Небольшое болото. Вороны раскричались, там, наверное, кормятся чем-то. И там я вижу вот такой вот, как хлопок. Ну, такое растение тоже там. И здесь тоже морожка растет. Это болото морожку каждый год дает. Мелкие, конечно, но угощает нас. Вчера я ходил за грибами и пришел по этой дороге вот тут, вот здесь. Ну, слева там смотрел грибы. Сегодня пойду направо, вон туда, на основную трассу. Там тоже немножко выходил на эту трассу, но сегодня подальше сходим. Здесь где-то грибы тоже вчера я видел, уже высохли бедолаги. Может и собрали после меня. Где-то вот тут вроде их было 2 штуки. Ну, немножко дорожка уже. Грибники не спят. Все подряд берут. Вот свежие следы тоже ходят люди. Вон лесная ворона. Кархуша. Я уже сбавил скорость. Уже наблюдаю вдоль дороги, может где-то найду грибы. Иду потихоньку, так не спеша, спокойно. Чтобы не спотеть, так лучше медленнее идти. Следы вот зайчишек. Зайцы тоже бегают. На фотоловушку тоже заяц попался. Ребят, кто ищет, тот всегда находит. Просто надо потише идти. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не скажу, что все тут хорошие, но все равно будем проверять. Вот так вот. Нашли грибы. Так. Ну, начнем отсюда, наверное. В прошлый раз у меня с собой был свой нож, где, говорит, тот нож, который отправили, ну, на обзор. Вот он, ребят. Я не продавал, он со мной всегда был и будет. Вот такой откидной нож. Кому интересно, я могу тоже ссылку оставить. И вот так вот. Ух, знаете, как хорошо режет. Вообще огонь. Ну так, возьму там, буду чистить потом. Вот еще второй. Вон он. Этот хороший вообще. Я прям, шляпка отличается. Этот большой, наверное, плохой. Вот, если посмотреть, шапка вон какая вот. Сочная, красивая. Режем дальше. Это тоже вроде ништяк. Что-то интересно. Ну, надо наполовину еще резать. Ништяк это одно, а там сюрприз может быть. Ну, вот такой здоровый. Видели как? Тоже хороший. Чудо, просто чудо какое-то.
Вот это уже все. Это уже гнилой. Немножко не берем. Тоже вон, смотри. Ножка-то хреновая. Сам гриб хороший. Да, хороший, между прочим. Вот так, ребят. Так что 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Смотрите, 7 штук нашел. Ну, этот еще проверить надо. Как бы он хороший, но и в то же время он хороший. Он чистый. Прям чистейший. Этот тоже пухляк, интересно какой. Идеально. Идеально чистый. Все, берем все. Нам повезло. Что еще добавить? Просто повезло. И знаете, я здесь где-нибудь оставлю, наверное. Чуть дальше пойду там. Отдельно оставлю. Отсюда таскать не стану. Может, еще найду тут. Подальше чуть-чуть пойду и где-нибудь оставлю. Сюда таскать не стану, потому что обратно тоже здесь буду идти. Может, хороший? Между прочим, режет хорошо. Просто идеально. Когда на технике едут, просто по сторонам, ну, не успевают посмотреть там. А когда идешь пешком, ну, больше внимания обращаешь. И то бываешь пропускаешь. Так что вот тут тоже что-то интересное, какие-то следы. Не знаю, может, это больше и не найдем, но идем дальше. Вон там еще гриб. Проверим, шляпку нам. Да не может быть, вон он, чистый. Пипец. Я просто удивляюсь, что вот летом и грибы чистые, но, наверное, все-таки тепла еще не хватает. И вот эти мух еще мало. Поэтому и грибы еще чистые. Ну вот, ништяк. Я уже на жарку набрал. Но все равно до своей цели надо сходить там. Хочется еще, знаете что? Хоть одного, но боровика найти. Не может быть. Может и возле дороги где-то есть он. Там ручей будет. Где-то надо мне оставить эти грибы. Я с собой таскать не стану. Идти еще далеко. Первая курилка. Почему я здесь оставляю? Потому что, возможно, я обратно пойду вон там, по этой дороге. Возвращаться буду. Мне это надо оставить. Другого пакета не взял. Ну, пока здесь так оставлю. И пару веточек еще поставлю так. Ну еще пакет пустой. Как бы дико не казалось для некоторых, что вот я, скажем, веточкой закрыл там грибы. Но был один случай у меня. С детьми сходил за грибами. Потом тоже так же нашли. Первоначально я, в сторону отошел, гриб оставил, а на дорогу отметину, так, знак для себя, так, полоску ногой так вот чертанул. И обратно идем. Грибов нету. Что думать? Грибы ушли. Кто-то, наверное, попал в наш тайник и просто забрал. Ну, был случай такой. Все равно, как не доверяй, найдется человек, который возьмет чужое. Такое было и будет. Но их мало у нас, конечно, в селе.
Но все равно они есть. Прохожу самые грибные места, где по осени грибы выходят. Именно боровики. Ну, пока не сезон, видать. Тут их нету. Вон там старый выход. Уже гнилой. Пока не мазался. Но время от времени комары кусают. Пришлось поднять капюшон. Вот так все это выглядит. Все закрывает. Капюшон плотный, между прочим. Знаете, вот я комаров замечаю, когда они уже кровь выпили, взлетают, улетают. А когда садятся, когда они кусают, просто я не чувствую. Но так, без антикомарина пока хожу, иду. Бедолага тоже не только высох, но и уже все хана. Полностью труха. Сгнила она. Получается, я уже сходил за грибами. Это 4-й раз, наверное. Максимальная точка. Я доходил до сюда. Ну, я еще 50 метров туда сходил и обратно уже возвращался вот здесь, по этой дороге. Но это фильмы у меня на Будни Олега канале были. Уже в этом году, считай, перед этим 3 раза ходил за грибами. Смотрите, какая техника тут проезжала. Это каракат. Тайга или как называется. Ну, в общем, как шерп, похоже на шерп. Это предприниматели делянку проверять ездят. Вот. Ну и сейчас пойдем дальше. Где-то 2,5 километра прошел. Может больше, может меньше. Ну и столько еще остается до Таежной речки. Все-таки я схожу до туда. Схожу там, кофе попьем. Покажу Таежную речку и обратно будем возвращаться. Этим походом, ребят, я так доволен. У меня на душе такое спокойствие. Я вот иду в полной тишине. Только звук птиц слушаю еще. Нету гул мотоциклов, нету гул этих каракатов. Никто не орет. Просто я в полном одиночестве сегодня в тайге. Никого нету. Ну, может, где-то звери есть, но точно я один. Так показалось, что как будто там кто-то есть. Бля, ветки так обманывают меня или что? Фу, блядь, точно, ну, смотри. Журавли, оказывается, на дороге сидели. Блин, я думал, там медведь. Такой испуг у меня. Вон, кричат. На дороге, что они на дороге делали? Кормятся, наверное, на дороге чем-то. 2 журавля вот тут. Может, следы еще увижу. Да. Я и смотрю, как будто между деревьев кто-то идет. Я там говорю, что-то там насчет одиночества. Но, в принципе, это так и есть. Я здесь один. Вот звери, птицы лесные тут ходят, бродят. Да, такое вот... Никак не мог подумать, что вот сейчас вот здесь взлетит журавль. Следов я не вижу. Может, где-то вот тут они были. Вон оттуда я заметил, с поворота вот. А может, вот тут болото, они просто пешком ходят. Чем-то питаются, вот именно вот в Ягеле. Не знаю, в кадр попало или нет, 2 штуки их было. Большие, крупные журавли. Ну вот так, ребят. Такое может быть тоже. Я думал, медведь, честное слово, блядь. Прям, наверное, сразу побледнел от испуга. Никак привыкнуть не могу к этим медведям. Каждый раз их вижу, встречаюсь.
Не могу привыкнуть и все. Все равно, как бы там ни было, будем ходить. В лес не... Волков боятся в лес не ходить. Мы сильнее, как бы там ни было. Тут болото, вон, смотрите. Вот поэтому журавли и на Яголь поднялись. Я и про грибы забыл что-то. На камеру смотрю, а надо по сторонам смотреть. Ладно, иду дальше. Время от времени встречается эхо лесопункта. Такие куски металла. Там гриб старый. Что-то похоже на масленицу. Маслята. Я даже и пробовать не стану. Он на солнце там печется, греется там. Черви. Мы находим, ищем хорошие грибы. Вот красноголовики, там 2 штуки вообще свежие были. Он тоже, это проверенный гриб. Уже ломали, проверяли. Вон, видели, вдоль дороги. Тут вообще высохло уже. Между прочим, ранее этот выход-то был. Собирали тут. Ребят, напишите, кто знает, что за вот так, кто так ковыряет. Вот первый раз вижу. Вот такие ямочки небольшие. Это не медведь, это не медведь. Может, кабан. Какие-то вот, ну, диаметром, наверное, 10, 8-10 такие. И глубина примерно 5-7 сантиметров. Такие вот ямы. Что за зверек такой? Медведь обычно большими площадями он копает. Вот тут тоже кто-то что-то в земле ищет. А здесь уже вот перепахано медведем. Это старые. Бугорки, все перепахано. В прошлом или позапрошлом году все здесь вырыто медведем. Дошел до второй курилки. Курилка уже все. Хана. В прошлом году или в каком году уже это провалилось. Все гниет. Все гниет. Время берет свое. Ты смотри, здесь канавку обновили. Да. В этом году уже это пожарная канава, что вот пожар не перешел и дальше не прошел тут. Трактором вот так. Такая борозда. Брусника цветет полным ходом. Вон он, цветы брусники. Все белым бело. Местами, наверное, все-таки ягоды брусники тоже будет. Черника уже как бы вот такие вот они. Такие ягодки уже образовались. Черника тоже будет в этом году. Не знаю, много или мало, но факт, что будет. Так что компоты будем варить. Ягоды будет. Сейчас уже потеплело. Черный ворон. Там еще кто-то летит. Падальщики. Чел. Так близко редко, когда он садится. Ах, и не чувствует, блин. Вон он сидит там. Он взлетел, видел? Что-то птенец у них или что-то. Ох, как близко он пролетел. Да, у них птенец, вот, смотри, что творят. Где-то гнездо. Где-то гнездо у них. Кружат, смотри, падальщики. Враг охотников. Все охотники ненавидят их. Просто все охотники. Очередная мумия. Бедолага, блин, высохла. Капец. Вон там поганка, наверное. Даже поганка вышла. Да, высыхает гриб. Что-то голодание дождя, в общем, идет.
Где-то у них гнезда, а где непонятно. Вон там еще, ребят, смотрите. Вот очередной. Видели? Тоже гриб. Вот вдоль этих кустов, вот, где вот там канавка, сырость, может быть еще. Ну, кто-то передо мной ходил, тоже следы видел. Не знаю, когда. Ух, смотрите, ребят. Вот это красота. Смотрите, сколько брусники тут. Куча. Это уже попадалово. Это уже попадалово, ребят. Где обходить? Я в кроссовках. О, неужели тупик? Осталось-то больше километра только. Да. Просто я не смогу туда перейти. Там сырость по колено воды. Жалко, что так все происходит. Там, если попробовать. Так, было бы желание. Было бы желание. Все хорошо. На большой земле снова мы. Вообще, между прочим, тут высыхает. Здесь куча воды еще, море.